Свое первое заседание комитет посвятил предстоящему ежегодному посланию главы региона. Подготовили вопросы и предложения по развитию республики на предстоящие 12 месяцев. Здесь поднимаются темы политического, социального, научного, экономического характера. Однако, судя по количеству вопросов, проблема развития молодежи остается наиболее актуальной. Создать такую атмосферу, не предмашук, а именно атмосферу где-то за 2 месяца до машука, чтобы определенный человек обучал определенное количество человек. Затронули здесь и форум Машук, который стал самой мощной площадкой для реализации проектов молодежи. Уже который год участники из Ингушетии показывают отличные результаты и становятся обладателями наибольшего количества грантов. Общественный деятель и активист Аптим Азиев предлагает предусмотреть в республике площадку для подготовки менее опытных ребят к молодежному форуму, где их за определенное время могли бы сориентировать в нужном направлении. Планируем поменять систему, действительно, вот как ты сказал, по подготовке. То есть это будет не просто какой-то официоз, там собрать, провести предмашук, но мы будем создавать рабочую группу определенную. Следующий вопрос коснулся трудоустройства молодежи, а это треть от общей численности населения. Участниками встречи было предложено в первую очередь трудоустраивать волонтеров, активистов, которые не один год трудятся на общественных началах во благо республики. Многие могут разочароваться в том, что на них просто не обращают внимания. Именно вопросы по трудоустройству таких ребят нас беспокоят всех, я думаю. Создание дорог для этих людей, создание возможностей для того, чтобы они могли себя реализовать, это один из наших приоритетов. Озвучили наболевшую проблему с транспортом. Так, к примеру, у многих студентов Ингушского государственного университета пары завершаются в 3 часа. В это время, как правило, у остановки собирается до 400 человек. Маршрутных «Газелей» для их перевозки катастрофически не хватает. 300-400 студентов, нет машин, они стоят почти что до 6 часов. Возможно, как-то закупить эти машины. Отсюда вытекает еще одно предложение. Правда, оно уже на подобных площадках звучало не один раз. Предлагают предусмотреть льготные проезды или социальные билеты хотя бы для тех студентов, которые отличаются хорошей учебой и примерной дисциплиной. Считают, что это стало бы существенной помощью для ребят из малообеспеченных семей. Ведь оплачивать ежедневный проезд, да к тому же с пересадками, довольно затратно для безработных. Можно было бы, в принципе, донести до главы эту идею. Наше дело предложить, мы обязательно этот момент мы тоже озвучим. Хороший очень, да. Вопрос Молодгирея Бузуртанова связан с развитием культурной сферы региона. Молодой человек уже не 1 год продвигает творческую студию различных направлений. Бисероплетение, кожаное ремесло, живопись. Все это время с коллективом работали на базе фонда, а организовать собственное помещение не получается. Надеется, что в своем послании глава региона поддержит идею создания площадок для творческой молодежи. Площадок, возможность более широкой реализации творческой деятельности, потому что в республике зарегистрирована официально только 1 школа у нас, художественная, например. Как бы хотелось бы еще, чтобы были площадки, где молодежь могла бы самореализовываться. У меня была цель по проекту организовать такую площадку, но как бы грант не такой большой, чтобы организовать площадку, как аренда не предусмотрена. Вот хотелось бы, чтобы все-таки в этом направлении были изменения. Также затронули социальные проблемы, с которыми столкнулись лично не только участники встречи, но и их односельчане. Так, в селении Новый Редант в отопительный сезон не хватает коммунального ресурса. Из-за слабого газа жители с трудом обогревают дома. Вальтиева просит обратить внимание на вопросы благоустройства. В самых людных местах, а именно где расположена 14-я школа, Гамурзиевская амбулатория, сельсовета, нет освещения. А из-за отсутствия тропинки в прошлом году был совершен наезд на несовершеннолетнего, в результате чего мальчик скончался. Эта авария произошла прямо у этого сельсовета. В рамках встречи молодежь воспользовалась возможностью озвучить свои предложения и ожидания от комитета. Представители НГУ посчитали важным полноценное взаимодействие ведомства с вузом, понимая, что организация и проведение культурно-досуговых мероприятий объединяет молодежь. Ну а представители комитета, в свою очередь, планируют внедрить новые программы. Одна из основных проблем – это возможность реализации молодых людей, то есть самореализоваться именно в нашей республике. Для того, чтобы человек, у которого есть какие-то таланты, есть какие-то способности, чтобы ему не приходилось уезжать из республики для того, чтобы их как-то реализовать. Также представители комитета по делам молодежи и собравшиеся на их первом открытом заседании ребята надеются, что в ежегодном послании главы их идеи и планы найдут свой отклик. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.